Вы смотрите новости Татарстана. О самом главном сегодня расскажем в ближайшие полчаса. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В Татарстане новый антирекорд. 129 зараженных коронавирусом за последние сутки. Это самая большая цифра с начала пандемии. Пациентами ковид-госпиталей сегодня стали еще 23 татарстанца. Больше всего заразившихся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольском и Нижнекамском районах. За последние сутки в России уже больше 34 тысяч новых случаев. Смертей 998. За последние двое суток в республике скончались от ковида 19 человек. Желающих привиться в Татарстане настолько много, что на пунктах вакцинации был ажиотаж даже в выходные. За субботу и воскресенье привились более 33 тысяч жителей. Это в 2 раза больше, чем в середине лета. Пункты вакцинации в большинстве торговых комплексов теперь с отдельным входом. Сегодня такой открылся в Набережных Челнах в Мегастрое. Для получения второй дозы препарата пригласят в ту поликлинику, медицинская бригада которой ввела ему первый компонент. Как началась вторая неделя ограничений, расскажет Вероника Гайнудинова. Полночь – это круглосуточный пункт вакцинации в Меге в Казани. Врачи работают в 2 смены. Ночная бригада заступила в 8 вечера и за 4 часа успела привить больше 100 человек. Справляемся, бригада много у нас. 2 бригады, 2 медсестры, 2 врача, 2 медсестры. Роман Бойцов пришел за первым компонентом. Днем работает, ночью, говорит, удобно. Прививка, чтобы обезопасить себя. Да и очередь в это время меньше. Неохота в пробках стоять, так скажем, людских. Поэтому ночью? Ночью народу меньше. Ночью народу меньше, да. Это уже утро, другой торговый центр, но картина та же. За прививкой стоят в очередях. Так как в торговый центр без QR-кодов теперь не попасть, то пункты вакцинации, которые раньше находились в них, теперь имеют свой отдельный вход. Это пункт вакцинации в Казан Молл. Он открылся буквально на днях, в пятницу. И, как мы видим, он тоже имеет свой отдельный вход. И, конечно, людей уже предостаточно. В этом пункте пока прививают только первым компонентом. За 3 дня здесь побывали 400 человек. Ну, привиться нужно обязательно всем. То есть мы с женой пришли на прививку, чтобы, ну, во-первых, сейчас и требования QR-кода ввели, и... Ну и сами для себя, для защиты, в принципе. Я работаю в сфере организации мероприятий, и нам это обязательно. Количество привившихся растет и в Челнах. На прошлой неделе здесь первый компонент получили около 14 тысяч человек. Сегодня в гипермаркете Мегастрой Автограда открылся новый пункт вакцинации с отдельным входом. Случайно увидели то ли в Инстаграме, то ли ВКонтакте сестра, и вот решили сюда поехать. Потому что в поликлинике, большие очереди, там тоже долго стоять. Очереди уже 2-ю неделю в МФЦ. Они работали даже в воскресенье. Только в отделении на Имашева за заветным QR-кодом приходят по 350 человек в день. Вакцинацию прошел. Говорит, этого недостаточно, нужен QR-код какой-то, QR-код ли там. Идите, Ямаша 82. Вот я и пришел сегодня. Сама попробовала, дома никак не получилось. Здесь сделали, слава богу, рахмат. Пенсионерам помогают волонтеры зарегистрировать на госуслугах, подтвердить личность и распечатать QR-код. На самом деле людей очень много. Каждый волнуется, потому что хотят попасть в то или иное место, и им нужен QR-код, и поэтому они идут к нам за помощью. Делаем все возможное, чтобы люди максимально быстрее получали свои услуги. В том числе работали и в воскресенье. В воскресенье мы работали исключительно на данную услугу в помощь получения данных QR-кодов. QR-код можно получить после полной вакцинации или попав в официальный регистр переболевших. Тесты на антитела и медотводы права на код не дают. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Ситуация с коронавирусом в Нижнекамске остается напряженной. Руководитель исполкома Рамиль Мулин недоволен снижением темпов вакцинации за последние сутки. Об этом он заявил на деловом понедельнике. С начала введения ограничений вакцинировались от 1600 до 2600 человек в день. Сейчас это 300-400 жителей в сутки. Расслабляться еще рано, заверил Рамиль Мулин. Сегодня в Нижнекамском районе привито 58% населения при требуемых 80%. Глава исполкома призвал руководителей донести до своих сотрудников важность вакцинации, а также обратить внимание на необходимость соблюдения ограничительных мер в структуре бизнеса для формирования коллективного иммунитета.
Мы должны контролировать сейчас и донести и до бизнеса. То есть не от хорошей жизни мы это делаем. Поэтому необходимо потерпеть, необходимо организовать вопрос. И в этом данном случае нам помочь. Потому что вчера есть информация, что, к сожалению, в этом плане расслабились. Потом опять будут вопросы, жалобы, что их наказывают. Поэтому каждая структура бизнеса сама должна нести ответственность за своих сотрудников и за тех посетителей, которых они принимают. Это жизнь и здоровье наших нижнекамцев. Поэтому мы должны в этом плане быть совместно, работать на решении общей задачи. Сегодня Роспотребнадзор назвал лидеров по вакцинации среди районов республики. В топ среди муниципалитетов вошли Нурлатский, Актанышский, Ютазинский и Алькеевский. Здесь привито от 83 до 99% населения. Сегодня первый день всероссийской переписи населения, когда в Татарстане переписчики пошли по домам. Больше 7 тысяч специалистов по всей республике постучат в двери каждого жителя и попросят ответить на 33 вопроса. На это понадобится всего 15 минут. Рамиль Шайдуллин сегодня с переписчиками отправился в Высокую гору и увидел, как они работают. Нет никаких бумаг, из инструментов только планшет. С таким легким и современным багажом переписчики Высокогорского района сегодня начали подомовой обход. Здравствуйте. Вся работа в специальной программе. В ней 33 вопроса. Отвечать нужно максимально точно, при этом не нужно показывать подтверждающих личности документов. Поэтому процедура ускоряется в разы. Для нас, конечно, удобно. То есть это и меньше времени занимает. Это же не писать на бумаге. Занимает 15-20 минут. Конечно, это быстрее на планшете, чем на бумажных носителях. 23 вопроса касаются социально-демографических характеристик. Пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность. Я считаю важно, правильно отвечать. То есть русский, татарин, есть, как есть, так и есть уж. Кроме этого, предстоит ответить о владении языками, образовании и количестве детей. По итогам переписи у нас выявляется, сколько численность населения, сколько детей дошкольного, сколько школьного возраста. По ним определяется, сколько школ строить надо. Переписчики работают с самого утра и до 8, а при необходимости и до 9 вечера. Только по Высокогорскому району специалистов 95. Каждый в сутки обходят в среднем по 5 домов. Если людей не застают, они могут прийти 1, 2, 3 раза до тех пор, пока не застанут людей. Вот такой яркий шарф, бейджик, на котором написано имя, фамилия и должность специалиста. Жилет с логотипом всероссийской переписи. Основной инструмент – это электронный планшет. Вот главные атрибуты, с которыми сейчас входят переписчики. На лице обязательно маска. Если жителей не будет дома, то переписчики оставят на двери информационный листок, где будет написано о том, куда можно обратиться. Кроме портала госуслуг, в Татарстане работают стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. Рамиль Шайдуллин, Дармин Дубаев, ТНВ, Высокогорский район. Пускать домой переписчика не обязательно. На вопросы можно ответить в подъезде или во дворе. Подтвердить личность переписчика можно по номеру единой горячей линии 8 800 707 20 20. Чтобы не открыть дверь мошеннику и не рассказать ему лишнего, Лина Зинатуллина расскажет, каким должен быть переписчик. Что вы заметите, это фирменная экипировка переписчика. Вот такая голубая жилетка с символикой переписи и светоотражающими элементами, синий шарф с символикой и сумка с надписью «Росстат». В руках у переписчика планшет, кстати, российского производства, куда он внесет ваши данные в электронном виде. При желании можно попросить и бумажные бланки. А поскольку рабочий день переписчика до 8 вечера, то работать приходится и в темное время суток. Поэтому у него есть фонарь. И главное, удостоверение переписчика. Оно должно иметь официальную печать, голограмму и подпись руководителя Росстата. И действительно оно только вместе с паспортом. А вот у вас переписчик никакие документы требовать не должен. Если все же остаются сомнения, личность переписчика всегда можно подтвердить по телефонам ближайшего переписного участка. Их список вы найдете на сайте strana2020.ru. Лина Зинатуллина, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань.
Во время переписи при исполкоме Всемирного конгресса татар будет работать юридическая служба. Сюда могут обращаться жители всех регионов России. Здесь помогут решить спорные вопросы, дадут консультации по возникающим ситуациям во время переписи, разъяснят право каждого участника кампании. Об этом мы поговорили в интервью с партнером коллегии адвокатов Гульнарой Сергеевой. Гульнара Ильдусовна, здравствуйте. Добрый день. 1,5 года назад коллегия адвокатов заключила соглашение с исполкомом Всемирного конгресса татар. В чем цель этого документа? Наш договор изначально был заключен, и он так и сейчас пока продолжается. Это оказание консультационных услуг. Это могут быть устные заключения, это могут быть письменные заключения, и они на безвозмездной основе. В ситуации с Конгрессом татар изначально у нас возникла эта мысль, у Конгресса татар, когда они обратились вот с таким предложением, это в связи с готовящейся переписью населения. Но, как оказалось в последующем, когда, тем более, еще перепись населения же была отложена в связи с пандемией, оказалось, что наличие нашего договора актуальным и по другим вопросам, которые вообще возникают по переписи, пока обращений у нас еще таковых не было. Ну и к самой переписи масштабное событие, которое неоднократно переносилось. Вот расскажите, какие права есть у наших граждан и каждый ли должен участвовать в переписи? В этот раз, в этой переписи есть возможность в электронном виде, это впервые в электронном виде осуществлять свое право, вот эту вот реализацию права на участие в переписи. У людей постарше могут быть какие-то проблемы только в связи с тем, что они не пользуются вот этими, как мы говорим, гаджетами, да? Но в этом случае закон разрешает это делать одному члену домохозяйства. У нас задают многие вопросы. Зачем нужно участвовать в переписи? Необходимо ответить так, что вопросы, которые ставятся в переписи, порой бывает это единственный источник, о котором можно узнать какие-то факты. Ну, например, по национальности, по изучению языков. Только через перепись мы можем узнать. Предположим, вопросы, связанные с жильем. Для чего это нужно? Из каких материалов дом выстроен? Какая возможность, какая миграция, допустим, для того, чтобы добраться от своего дома до работы? Куда человек может обратиться, если он считает, что его право нарушено? Это Росстат, который орган занимается у нас сейчас переписью. Либо, если в судебном порядке, допустим, как мы вот сейчас говорили там, о возмещении морального вреда, предположим, да, либо если Росстат ему отказал внесении каких-то изменений по обжалованию действий должностных лиц, то это уже обращение в суды, ну и, соответственно, в прокуратуру. Может ли гражданин после ответов на вопросы, например, снять на видео или сфотографировать экран планшета? Это не запрещено законом, безусловно. Потом необходимо понимать нашим тоже гражданам, что переписчики, у них будет определенная форма, у них будут планшеты, у них будут определенные сумочки с познавательными знаками. То есть надо быть очень осторожным, чтобы под видом переписчиков не пришли в дом какие-либо мошенники. Конечно, мы должны об этом говорить, что они должны обязательно спрашивать у них удостоверение. Гульнара Ильдусовна, благодарю вас за беседу. Будем надеяться, что у нас в Татарстане перепись пройдет очень удачно. Всем желаем успеха и здоровья. Сегодня во всероссийской переписи населения принял участие Фарид Мухаммедшин. Переписчик стационарного участка заполнил электронные бланки на спикера Госсовета и его супругу. Фарид Мухаммедшин призвал всех татарстанцев принять активное участие в переписи. По итогам анализа полученных данных будет сформирован целый ряд госпрограмм, отметил он. Конечно, мы хотим, чтобы татары остались как минимум на втором месте по численности после русских в стране. Понятно. Это позволяет руководству республики обращаться, значит, и по национальным программам, национально-культурным программам, и вместе с федеральным центром их решать. Тем более с учетом дисперсной разбросанности татарского населения по всей России, компактных их проживаний практически во всех субъектах Российской Федерации. Ко всем татарам страны обратился эстрадный певец Ренат Ибрагимов. Он призвал наших соотечественников принять активное участие в переписи населения и подчеркнул, почему это событие такое важное для всех нас. Дуслар, Уаннар, Яхташлар, Татарлар, перепись населения – это очень важно для нас, для всех. Мы должны заявить о себе, что мы большая нация, вторая по количеству после русских, что мы большой
вклад делаем в развитие России во всех областях. Так что приходите на перепись, участвуйте активно, записывайтесь татарами. Казань зачищают от самовольных построек и бесхозных автомобилей. Несмотря на то, что эту работу начали еще 3 года назад, завершить ее пока не удается. В этом году уже было демонтировано 300 незаконных торговых точек. В каждом районе десятки заброшенных гаражей и автомобилей. Ильсур Метшин порекомендовал главам провести ревизию вверенных им территорий, обновить списки бесхозных объектов и составить график дальнейшей утилизации. 5 постов охраны, 47 металлических столбов. 73 объекта демонтировали только в Авиастроительном и Новосавиновском районах. Все они признаны самовольными постройками на муниципальной земле. В Вахитовском и Приволжском районах сейчас 54 таких объекта. Это гаражи, сараи, заборы, шлагбаумы. Так, полуразрушенные гаражи на улице Хади-Такташ пока не тронули. Я сюда приехала, я почистила этот гараж, я вызвала БТИ. Оказывается, эти гаражи не санкционированы. Как они могут быть не санкционированы, если есть документы, есть налоги приходят на этот гараж? Поэтому не знаю, что там. Земля, конечно, здесь дорогая, естественно. В этом случае налог приходил на гараж, а построен он был еще в 80-е годы на муниципальной земле. По закону самовольная постройка. Жителей близлежащих домов такой исход даже радует. Ну, летнее время, в общем, собираются тут, в общем, гуляют, пьянствуют, шумят. Тем более вид будет это. Заброшенные автомобили тоже беспокоят горожан. Во-первых, они занимают отдельное парковочное место, а во-вторых, именно рядом с ними зимой возникают снежные завалы. Сейчас, если у такого автомобиля есть госномер, сначала будут искать собственника через госавтоинспекцию, иначе машину будут забирать на хранение и дальнейшей утилизации. Вопрос бесхозных автомобилей особенно остро стоит зимой. Часто именно они загораживают путь для снегоуборочной техники. Есть вообще металлолом валяется. У нас вот во дворе года 3 лежала копейка. Забрали на металлолом. Работа усилилась с введением республиканской программы «Наш двор». Так, за 2 года только в Кировско-Московском районе установлены собственники 21 автомобиля. 19 человек перевезли машины сами, 8 собственников ищут. Жители сами увидели, во имя чего это делается, во имя чего этот снос. Те хлобуды, которые показывали, даже если это и авангардное, даже если это промзона, это наши жители. И наша задача, и наш девиз, который мы себе поставили, что не должно быть окраин у Казани, везде должен быть столичный уровень. Игру в казаки-разбойники прекратят и с незаконными торговыми точками. В этом году в Казани демонтировали 329 самовольных киосков и рынков. Ильсур Метшин предложил главам районов вновь провести ревизию, а к началу ноября составить обновленные списки самовольных построек и бесхозных автомобилей с графиком их дальнейшей утилизации. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Управление Роспотребнадзора отреагировало на жалобу родителей 14-й Казанской гимназии. Напомним, там ученики начальных классов обучались за специальными партами-конторками. По этой методике часть уроков проводят стоя, и школьники меняются местами каждые 15 минут. По словам родителей, парт в классе много, расстояние между ними маленькое, и меняться местами неудобно. Как итог, дети начали жаловаться на боль в ногах и спине. Репортаж об этом мы показывали в пятницу. Как уверяют родители, согласие на учебу по этой методике они не давали. В ближайшее время в школу с проверкой приедут специалисты Роспотребнадзора. Погода в Татарстане. Когда ждать первого снега и чем удивит октябрь? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Госсовет Татарстана соберется на очередную сессию ровно через неделю, 25 октября. Такое решение сегодня приняли на заседании Президиума парламента. Его провел Фарид Мухамедшин. В повестке заседания будет 19 вопросов. Это федеральные и республиканские законопроекты, в частности, о налоге на имущество организаций, об инвестиционной деятельности, об образовании. Также в связи с избранием 4 депутатов Госсовета в Госдуму парламентарии республики внесут кадровые изменения в руководство и состав комитетов. Основной вопрос сессии – законопроект бюджета республики на 3 года. Как отмечают парламентарии, главное – учесть в финансовом документе цели и задачи, которые обозначил президент Татарстана в своем послании. Пока закладывается бюджет с дефицитом 10, почти 11 миллиардов рублей, с уверенностью, что мы активно работаем по реализации задуманного, этот дефицит
устраним. С одной стороны, с другой стороны, мы уверены в том, что мы будем участвовать во всех федеральных программах, проектах, которые тоже принесут дополнительные средства в доходную часть бюджета для реализации на территории Татарстана. Альметьевск теперь с полным правом может назваться велосипедной столицей России. Благодаря компании «Татнефть» в городе за последние 6 лет построили почти 115 километров велодорожек. Это гораздо больше, чем в других российских городах, которые при этом значительно крупнее Альметьевска. Какие плюсы это открывает для жителей, расскажем далее. На велосипед Анна Котенева села, когда вышла на пенсию, признается. Благодаря двухколесному другу чувствует себя самостоятельной и хозяйкой самой себе. Люблю ездить на велосипеде, благо погода позволяет. Очень удобно, не надо садиться в городской транспорт. Куда надо, сел, поехал. Дорожки великолепные в городе, очень удобные. Не в каждом городе есть такое счастье. В любое время года почти сесть и поехать. Неудивительно, что наряду со званием нефтяной столицы Татарстана Альметьевск имеет еще одно неофициальное название уже на федеральном уровне – велосипедная столица России. И это снова благодаря Татнефти. Усилиями компании за 6 лет в городе построено почти 115 километров дорог для велосипедов. Это гораздо больше, чем в других российских городах. В таком городе у всех должен быть личный велосипед. Грех не покупать. Действительно, с велодорожками удобнее. Без них было очень трудно обходиться. Приходилось постоянно людей объезжать. Сетью дорожек сейчас пронизаны не только главные транспортные артерии Нефтеграда, но и небольшие улицы, подъезды к школам и другим учреждениям, а также промышленная зона города, парки и скверы. Докрутить педали до места назначения стало полезной и быстрой альтернативой личному автомобилю. К примеру, нефтяник Дмитрий Кононенко уже не представляет себя без этого мобильного транспорта. Уже выработал какую-то стратегию добираться до работы, до дома. Если быстро, можно за 5 минут долететь. Плюс физподготовка будет всем, кто передвигается. Популярную болезнь сердечно-сосудистую лечить систему. Татнефть также закупила несколько сотен велосипедов для службы байкшеринга. Любой человек с помощью мобильного приложения может взять на прокат двухколесного помощника. Нынешним летом был и бум электросамокатов, и во многом это произошло благодаря велодорожкам, которые в том числе серьезно обезопасили и райдеров, и пешеходов, и других участников дорожного движения. Параллельно велодорожкам в городе строят тротуары, протяженность которых в Альметьевске за последние 6 лет выросла до 65 километров. На 86-м году жизни скончался заслуженный нефтяник ТАССР Фарид Хаммадеев. Он долгие годы возглавлял Татнипинефть. Был заведующим отделом нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС. Автор более 30 научных работ и патентов на изобретения. Под его руководством начались системные исследования по добыче сверхвязкой нефти. Монография Фарида Хаммадеева по разработке бавлинского месторождения стала настольной книгой для многих поколений нефтяников. Свои соболезнования родным и близким Фарита Мулагалиевича выразили Рустам Миниханов, Ментимир Шаймиев, Фарид Мухамедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров и другие официальные лица. Сегодня Духовному управлению мусульман республики передали электронные исходники первого печатного Корана. Оригинал священной книги в печатном формате был издан в 1803 году в Казани. Теперь с помощью иностранных специалистов его оцифровали и создали оригинальный компьютерный шрифт. Он называется «Казан Басман». Это точная копия шрифта начала 19 века, созданная на основе аутентичного типографского оттиска. Вот эта фраза, она очень известна в книгах «Кур'ан нузиля филь хиджаз», что Коран был в Хиджазе, в арабском полуострове, ниспослан. «Ватубиа филь Казан». Но первый раз он был напечатан именно в Казани. То есть в эту цепочку, в эту историю мы вошли. Татары – это великий народ, известный народ. Нам есть чем гордиться, и это не нужно забывать. Сегодня в Казани журналистам представили документальный фильм «Между 7 островами» режиссера Алмаза Нургалиева. Лента повествует о судьбе человека, не побоявшегося жизни отшельника и бросившего вызов жизненным обстоятельствам. Авторы картины снимали фильм на протяжении года. Сам Габдулла Бабай до премьеры не дожил. Почему этот фильм не только история одного человека, расскажет Тагир Валиди. Герой фильма – последний житель уже несуществующего татарского села Габдулла Бабай. 40 лет он живет на родной земле один, отказавшись менять привычный уклад жизни.
Фильм настолько разноплановый, что каждый зритель может увидеть здесь историю своего села. Главное – это вымирание маленьких деревень, когда молодежь переезжает в большие города, и на фоне глобализации теряются традиции. Люди меньше начинают говорить на своем родном языке. Не остается людей, значит, не остается и деревень. А если не будет татарской деревни, то что останется? В настоящее время деревня – это то место, где сохраняется национальная идентичность народа и наши традиции. Такие люди, как Габдулла, это герои своего народа. Предпоследний житель покинул село Семиостров в 1976 году. Тогда началось строительство Нижнекамской ГЭС. Люди думали, что их затопят, и поэтому уехали навсегда. Но вода село не тронула. Фильм о Габдулле Бабае, который до последних дней был своеобразным хранителем деревни. Он скончался год назад, так и не увидев картину. На сегодняшний день в России 4500 татарских сел. Сегодня есть общество краеведов, которые пишут истории этих татарских сел. Более 1000 книг написано об истории этих сел. И об истории исчезнувших сел. Почему мы это делаем? Если мы не изучим, как исчезли эти села, мы не поймем, как сохранить и возрождать то, что у нас сегодня есть. Документальный фильм уже оценили кинокритики, ведь в глобальном смысле растворение народов носит необратимый характер. Фильм «Между 7 островами» стал победителем Казанского международного мусульманского фестиваля и Международного кинофестиваля документальной мелодрамы в Саратове. Тагир Валиди, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Больше сообщений на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. На погодные условия в Татарстане начинает оказывать влияние холодный атмосферный фронт. И погода изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево облачность сохранится, велика вероятность осадков. Температура заметно понизится до плюс 6-7 градусов. Без осадков и прохладно в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Днем до плюс 7. Пока без дождя в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Температурный фон станет заметно ниже. В Арске, Кукмаре и Балтаси похолодает до плюс 5-6 градусов. Осадки пока не прогнозируются. В Болгаре, Дрожжином и Бынске станет прохладнее, плюс 6 и без осадков. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше также плюс 6-7 градусов, преимущественно без осадков. В среду температура станет еще ниже. Ожидается снег в утренние часы. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения. Не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в Доктор Ост. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в Доктор Ост. Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани облачно и без осадков. Ночью около 5 градусов тепла, а днем температура всего плюс 5-7 градусов. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Погода взяла курс на похолодание. Природа готовится к зимней спячке. Одевайтесь теплее и берегите свое здоровье. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 октября в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен». Покупайте выгодно. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магне Б6 60 таблеток 449 рублей.
Максилак 10 капсул 520 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Экона. Вот где выгодно.